Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир, и с вами Виталий Тирон. Сегодня вы узнаете о том, что такое криптовалюта, ну и по традиции мы поговорим о спорте, обо всем по порядку. Итак, как вы помните, наверное, по истории, сначала было золото, потом уже золото заменили доллары, рубли, потом к рублям присоединились еще электронные деньги, это там Киви, Яндекс деньги и прочее. Ну а сейчас появились некие криптовалюты, биткоины, и всех даже не перечесть. Итак, чтобы разобраться во всем этом многообразии, я пригласил сегодня в студию нашего сегодняшнего гостя. Хочу вам представить Григорьева Петра, специалиста по криптовалюте. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, что такое криптовалюта? Криптовалюта – это на данный момент возможная замена будущим деньгам, которая основана на системе блокчейна. Блокчейн. Хорошо, это вы сейчас какими-то терминами нас закидали. Чуть-чуть подробнее. Что такое блокчейн? Почему это, по-вашему, может заменить деньги? На данный момент блокчейн – это связанная большую сеть, большое количество компьютеров. Представьте себе то, что вы сидите в кругу семьи, и вы хотите передать деньги другому человеку. Допустим, бабушке своей. Бабушке своей. Эти 100 человек увидят то, что вы передали эти деньги своей бабушке. И в то же время вы хотите эти деньги же передать другому, но вы уже передали с этой бабушке. Все это увидели. И я, в общем, не могу передать эти деньги, потому что другие все видели, что я эти деньги уже передал бабушке. Да, вы уже эти деньги передали, и чтобы их переубедить, нужно договориться с большей частью людей. И за счет этого идет сохранение информации и защита так называемого общей сети блокчейна. Вроде бы объяснили, но до сих пор немножко непонятно. Вот, допустим, понятно, что есть рубли-доллары, да? Они защищены там государством, флотом, армией, какими-то запасами, да? Землей, людьми. Чем подкреплены вот криптовалюты? Я знаю, самое известное это биткоин. Валюта такая есть. Криптовалюта на данный момент подкреплена анонимностью, а также защищенностью всей полностью сети. Сейчас по общей сети биткоина насчитывается более миллиона, даже больше миллиона, оборудования, которое вычисляет математические уравнения для добычи биткоина и также защиты информации. Чтобы взломать систему и, грубо говоря, хакнуть, хакер, им нужно взломать около 600 тысяч миллионов. Хорошо. Значит, система криптовалюты защищена тем, что в этой системе очень много компьютеров, да? Компьютеров, которые защищены, и нужно каждому найти свой подход. И также блокчейн-система хороша тем, что она не требует посредников. Имеется в виду, представьте, что вы находитесь в Якутске, и вы хотите передать деньги своему родственнику где-нибудь в Америке, в Африке, или где угодно. И вам на данное время понадобится обратиться в банк и узнать банк своего родственника. И платеж этот будет составлять где-то 10% комиссии, и по времени он займет около где-то от 3 дней до недели. Представьте, что с помощью биткоина вы можете отправить свои деньги за 15 минут. Ну, это не совсем так. Ну, допустим, вот есть перевод с карты на карту. Перевод на карту. Он там чуть ли не моментальный и вообще не требует комиссии, если в пределах одного банка. Да, одного банка. Но у биткоина самое основное в том, что у них идет меньшая комиссия, и также идет то, что вы можете передавать в больших количествах. Хорошо, немножко вот о безопасности стало понятнее, о том, как добывается эта валюта, потому что, правильно говорить, добывается биткоин? Да, добывается. То же самое. Как он добывается? Добыча идет за счет решения математических уравнений. Кто дает эти математические уравнения? В смысле, кто-то сверху, там какой-то администратор кидает математические уравнения? Нет. И кто решит, тому я дам одну монетку. Оно идет централизованно. Вы делаете перевод денег, эти деньги решает, оно идет в виде уравнения, и все компьютеры, которые находятся в сети, они должны решить это уравнение.
Я примеру. переспрошу. Я хочу перекинуть деньги, вот, ну, как опять-таки к бабушке, вернемся к Да. бабушке, в биткоинах, допустим. И чтобы эта валюта, ну, чтобы деньги прилетели дальше, я как бы в небо, в облако, в космос, в смысле в интернет запускаю задачку. Задачу. И кто первый решит эту задачку, тот вознаграждение получает. Примерно Да, так. да, примерно так. Хорошо. Понятно стало. И вот как раз-таки за счет вот этих вот вознаграждений увеличивается количество биткоинов в обороте. Да, в обороте. Но также суть в том, что биткоин сам ограничен количеством. На данный момент максимум его составляет 21 миллион. Сейчас добыто чуть меньше 16 миллионов биткоинов. И за счет чего, возможно, как сказать, будет продолжаться рост цены. И также будет продолжаться рост востребованности со стороны людей. Почему мне кажется, что эта тема актуальна? Потому что сейчас уже активизировались некоторые группы, которые, ну вот, граждан, которые хотят заработать, немножко, кажется, обманывают, не договаривают. Появились компании, которые якобы занимаются тем, что они также продают криптовалюту. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы наши телезрители тоже больше в этом разбирались. И у вас под рукой как раз ваша машина для добычи криптовалюты. Это получается, по простому примеру, это просто компьютер с нескольким количеством видеокарт. На данный момент у меня здесь находится одна видеокарта, остальные у меня находятся уже на месте, в другом. И она занимается вычислением тех же как уровней. раз вот эти задачки. Да, как раз эти задачи. И как, допустим, чтобы... Это пассивный доход, получается, Да, это пассивный доход, который... Сколько нужно вложить, чтобы 1000 рублей в день зарабатывать? Чтобы сколько нужно купить компьютеров, оборудования, на какую сумму, чтобы вот 1000 зарабатывать сейчас? 1000 зарабатывать в день, да? Это где-то понадобится около 120-150 тысяч рублей. Не маленькая сумма. Да. И сколько, это вот с учетом вычета электричества, потому что электричество, столько оборудования явно очень много съедает. И сколько вот примерно места это занимать должна эта ферма? Эта ферма будет примерно занимать, 2 скамейки. 2 скамейки в высоту, в ширину? Высоту и так, ширину. Ну, это все зависит от того, что, как вы хотите его установить. Вся самая основная проблема в майнинге – это перегрев. Учитывая то, что работа видеокарты, они очень быстро нагреваются. И чтобы они работали стабильно, и чтобы они не перегорели, нужно видеокарты, все оборудование друг от друга чуть подальше держать, и чтобы они могли хорошо продуваться. Ну, не можем не задеть такую тему, как вообще законы. Сейчас в России никак не относятся к криптовалютам, не одобряют, не запрещают, хотя некоторые видные люди говорят, что криптовалюта – это валюта будущего. Да. Ну, некоторые, наоборот, говорят, что это большие-большие риски как для государства, так и для людей. Да. Первый риск, который есть в криптовалютах, можете сказать? Ну, один из самых довольно-таки со стороны государства – это анонимность. То, что она не может полностью контролироваться на данный момент. Ну и, допустим, какие-то преступные группировки могут использовать эти валюты. Так. Эти деньги, и очень сложно вычислить получателя и отправщика тех же денег. За счет чего сейчас на данный момент используется в ходе махинаций и отмывания денег. Понятно. Так, хорошо, продолжайте. Есть еще какие-то минусы? Допустим, волатильность. То есть вот я точно знаю, что 12 июня один биткоин стоил 170 тысяч рублей, а уже 15 июня, то есть через 3 дня, он упал практически на 25% до 134 тысяч рублей. На данный момент ценовая политика биткоина – это спекуляции. Это получается, если по простым языком рассказать, это люди скупают биткоин и начинают его продавать. Люди с большим количеством денег, они скупают большое количество, чтобы потом его продать. Уже большинство То есть такая людей. большая стоимость криптовалюты держится за счет жадности людей? Возможно, несколько категорий. Возможно, за счет жадности и за счет так называемой популярности. И также востребованности. Сейчас биткоином, на данный момент биткоин утвержден и принят как обменная валюта в Японии. И с 1 июля она будет принята еще также в Австралии. Так. И постепенно будут уже приниматься другими странами. Но в то же время я знаю, что в Индии за то, что человек занимается биткоинами, нескольких человек уже посадили, а в Китае
по-моему, есть какие-то запреты. Да, на есть ведение. запреты. Но самое забавное то, что самое большое количество оборудования, которое занимается майнингом, это добычей криптовалюты, находится в Китае. Самые основные и самое большое количество. Так, ну, кстати, последнее вот по поводу России, да? В Израиле, где криптовалюта приравнялась к товару, за который нужно платить налог. То есть это какая-то интеллектуальная собственность. Один биткоин это как интеллектуальная собственность. И в России, возможно, также будет. Да, возможно, придут к этому выводу, чтобы контролировать поток денег и также следить за следить за переводом. Контролировать это. Хоть Как определить то, что вот эта валюта является криптовалютой, которая, ну, как можно сказать, не совсем, не то чтобы честная, а настоящая криптовалюта от поддельной криптовалюты? Как определить? Давайте насчет того, что я сам могу сделать криптовалюту. Есть так называемые исходники, и вы можете это... Любой человек любой человек, который хочет углубиться, он может создать криптовалюту. Но проблема в том, что вы должны сделать так, чтобы эта криптовалюта была востребована. Поэтому сейчас на данный момент создаются и криптовалюты на основе пирамиды, и также валюта для какой-то технологии. К примеру, оно может использоваться в качестве обмена какой-то определенной информацией, какими-то контрактами и определенной спецификой направления. Так. Допустим, какая-то отдельная отрасль будет использовать это внутри. Да, хорошо. внутри. Так, вернемся к системе. Такую систему, как человек сам может построить без знаний? Да, он может, в принципе, немножко посидеть в Ютубе, в том же самом, посмотреть видео и собрать свою первую так называемую ферму. У вас ферма, вы занимаетесь добычей биткоинов, да? Да, я занимаюсь добычей биткоина, потому что оно является одной из самых более надежных. Потому что оборудование, тот же компьютер, можно спокойно продать на вторичные рынки. А уже криптовалюту, которая, возможно, упала в цене, ее уже никак не продашь. Я читал на одном обменнике такую информацию. На главной странице написано: не держите в криптовалюте, ну или в биткоинах те средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Вы согласны с таким мнением? Да. Потому что как раз-таки волатильность, риски от государства непонятно, как в России да, будет. И получается ничто не явно. Понятно. Дорогие телезрители, мы переходим на рекламную паузу. Надеюсь, для вас эта информация была интересна, познавательна. И большое спасибо, что вы поделились с нами этой информацией и показали, как выглядит наглядно мини-ферма. А сейчас рекламная пауза. С 17 июня в Якутске впервые прошли соревнования по смешанным единоборствам «Стрелка». И о том, что же это за стрелка такая, нам сегодня расскажут Александр Афанасьев, организатор открытого турнира по уличным боям «Стрелка», Сергей Таюрский, также организатор, Анатолий Панаев, рефери «Стрелки», и бойцы этого турнира Новгородов Федор, оценщик движимого имущества, Григорьев Никита, спортсмен, и Васильев Михаил. Он нас просил так не говорить, но он мясник. Итак, ребята, здравствуйте. Как ваше настроение? Здравствуйте, отлично. Как вам сам турнир понравился? Вот как участникам, как организаторам? Все получилось, что хотели? Ну да, все понравилось. Все понравилось. Было А вам? неожиданно. Все оправдалось. Кстати, у нас сегодня победители только сидят. Сколько участников было на «Стрелке»? Было 14 пар, 14 пар. но Это... желающих гораздо больше было, на самом деле. Так, вы ввели какой-то отбор среди всех участников, среди желающих. Сколько заявок было подано? Примерно? Заявок было подано более 48. Ну, там часть отсеялась, кто-то не смог приехать, кто-то в другом городе, кто-то руку сломал. Понятно. У кого-то кошка заболела. Так, а расскажите подробнее о «Стрелке». Вот у нас, я знаю, проводятся турниры ММА, и, честно говоря, не знаю, может быть, еще какие-то турниры, где ребята могут себя показать как бойцы. Зачем нужна «Стрелка»? Почему именно в Якутске в это время? Ну, если сравнивать такие чемпионаты, как ММА и более профессиональные турниры, там, буду человеческим языком говорить, больше заморочек. Так. Больше проблем, больше пиара, и выступают только профессионалы. Здесь же немножко другой регламент,
могут выступить любой желающий, начиная от кондуктора, заканчивая слесарем или плотником. Ну, любой желающий человек, не профессионал, может выйти и показать себя на ринге. Смысл стрелки в чем это отличается, да? Если на соревнованиях заходят все, жеребьевка проводится и все спортсмены участвуют, а здесь заходит человек, который уровень. Например, вы даже можете зайти поучаствовать, и у вас мы найдем для вас такого же соперника, Вы найдете который тоже ведущего, чтобы ему тоже было видно И, синяки да, на лице? который такого же уровня, такого же человека, чтобы был. Ну, так И интересно, люди ага. тогда не травмируются. А если вот вы зайдете на соревнования, там за пару секунд сразу могут те люди, которые хорошо занимаются, они переломают сразу. Мотивация хорошая. Оба одинаковые в силах заходят, и поэтому у них уровень нормальный получается. Я думаю, что И они наши чувствуют телезрители поединок. поняли, что вообще происходило 17 июня. Я предлагаю посмотреть небольшое видео с боем. Motherfuckers get lost, look for ring. Yes, who's got the body jumping? Now when the dog ride, water pumping. Snow step, break your pop system. All system bounce off, it's fucking fire. So you do my walk, now it's nice and paradise. Yo, what up, dude? My brother minds won't hope you speak as your hood. Jesus, like these rap, laugh it to the drum. These bad boys like to smack me at the bomb. My blue strung on out, my job is to come. Popping in your face, nah. You fuck the rap race, silence rap race. My crew's hot, friends, who the fuck is? What you fuck the thing on the top? Где проходил турнир? На 202 микрорайоне. Ладно, Долго вопрос искали такой место. риторический. Долго искали место. Почему именно там? Хотели вообще найти какой-нибудь заброшенный дом, что-нибудь заброшенный завод, что-нибудь такое более брутальное, неординарное. Но проблемы столкнулись с песком. Как его туда завести, это все финансы. Поэтому вы Бюджет у решили нас- прийти к песку. Да, мы решили пройти коротким путем, поехали на 203 микрорайон, посмотрели, приглянулись и вроде бы нашли, согласовались с ребятами. Всем понравилось, потому что песок это меньше травм, соответственно, и подходящее место. То есть стрелка, в принципе, это не пляжные бои, да? Получается? Не обязательно. Он чем уникален, этот турнир, что его можно проводить где хочешь. Ты можешь провести его на заднем дворе своего дома. Ты можешь провести его на любом заводе. Ты можешь везде вот этот чемпионат ты можешь провести. Просто привез песка, насыпал, поставил ринг, позвонил ребятам, желающий всегда найдутся. И Хорошо. провел. Вопрос к ребятам. Василий, вот вы спортсмен. Вы раньше принимали участие в каких-то боях? Михаил. Ой, извиняюсь, Васильев Михаил, да, оговорка. Вы раньше принимали участие в боях спортивных? Можете чуть-чуть поближе микрофон, наши телезрители? Не принимали участие, да? Что вас подвигло пойти на стрелку? Звучит-то Попробовать как. себя. Как? Ну, попробовать себя там. Попробовать себя, Да. доказать себе что-то, Ну да. в том числе. Ну, это Сколько длился ваш бой? Ну, секунд 30 где-то. Сколько? 30 секунд где-то. 30 секунд длился ваш бой. А в стрелке все бои такие короткие? По-разному. Ограничения, кстати, по времени боя. Нет, Тоже один момент. Нет ограничения времени, нет раундов. Есть только два нет противника. даже судей, есть один рефери только. Ну, отличие тем, что если в других единоборствах по счету очков человек может, убегая, наносить лоу-кики И крепать себе очки. Да, и у нее баллы определенные уже прибавятся, а здесь такого нету. Можно один удар решиться, кто-то, если сильно устанет, тоже. Вот у нас Федор, они где-то 20 минут дрались. 20 минут Да, дрались. где-то примерно 20 минут, очень долгий бой был, и вообще Самое зрелищное оба было действие. уровень, Да, уровень было у очень обоих зрелищно. одинаковый был, и они тот другой побьет, тот другой побьет. Вот так вот, очень тяжелый. Федор, вопрос к вам. Вы раньше принимали участие в боях? Профессионально не занимался. А не профессионально, в смысле, это во дворе или с друзьями? С друзьями тоже такого не было. Ну, вы Я ходили занимался вот, борьбой и шахматами. Борьбы и шахматы. Вам помогли шахматы и борьба? Ну да, можно сказать и так. Я попрошу вас немножко показать доказательство того, что бой длился долго, и это все было по-мужски. Всё по-честному. Все на лицо, да, как говорится. по-честному, без У вас обмана. щитки, есть какие-то там защитные Щитков нет, экипировка. щитков Какая нет, только экипировка перчатки. у вас была? Экипировка только перчатки, бандаж и капа. Больше Насчет ничего. перчаток у вас, по-моему, история еще какая-то.
Ну да, приключилась такая история непонятная. Ребята, обращаюсь к вам. Сюда смотреть, да? Да, Ребята, вот сюда. обращаюсь к вам. Привет. Верните перчатки, пожалуйста. На следующий бой они Это могут, кто-то наверное, случайно, Случайно мы кто-то думаем, прихватил, нет, это не видимо, да? специально, кто-то Я случайно тоже ручку закинул в случайно сумку. где-то достал. Вот так бывает, но бывает, поэтому думаю возвращать. Григорьев Никита, вы спортсмен, да, единственный среди Да. всех? А много ли было спортсменов, кроме вас? Именно в стрелке? Да. Ну да. И вам тоже противники достался человек, который занимался до этого Нет, он единоборствами. 2 года, как говорил, он 2 года занимался рукопашным боем. А вы? Он. А вы Я полгода занимаюсь. полгода занимаетесь. И вы победили в этом бою. Да, удушающим. У вас удушающий прием. Сколько длился бой? 18 секунд вроде. 18 секунд длился Да. бой. Удушающий прием на 18 секунде? Да. Это вы как, прыгнули? Нет, На проход него. ноги. Ну, сначала он меня поймал на руку, потом я выбрался и на удушающий. Хорошо, дорогие телезрители, предлагаю посмотреть второй бой, который есть у нас. Motherfuckers get buzzed upp, spasar av ring. Jesus got the body jumping. Now when the dog ride, våra pumping. Snart step break your pop system. House system, bounce off, it's fucking fire. So do my walk, now it's a nice and paradise. Yo, what up, dude? My brother, my small hope you speak as your hope to Jesus. Like these rap, lack it to the drum. These bad boys like to smack me in the bum. My bruise throwing out, my job is to the gun. Popping in your face, nah. You fuck the rap, race, silence, rap, rap. My crew's hot, bricks, who the fuck is? Кроме ребят, я знаю, что еще девушки у вас дрались. Да, девушки. у нас Никакой дрались. дискриминации. Девушки тоже могли Девушки принять молодцы, участие. они очень героично выступили. Я им просто благодарен, молодцы. Спортсменки тоже. Даже такой получилось, она немножко перенесла травму недавно, и все равно за нее забыла и вышла. Юля, да? Юля, да, молодец. Анатолий, вы сейчас действующий, вы как тренер, вы как рефери вас знают, и еще как бойца. Я раньше участвовал. Раньше вы участвовали где? И в каких видах? Чемпионат Дальнего Востока по панкратиону чемпионом был, и чемпионат мира рейтингового боя я выиграл в 2003 году. Как вы согласились поучаствовать в стрелке Ну, в мне качестве рефери? интересно вот, уровень ребят. Сейчас у нас соревнования и по смешанным, и по панкратиону ребята проводят. Но, тем не менее, уровень нормальный в Якутии, она потихонечку растет. Но надо постоянно организовывать бои. Чем больше боев, тем лучше бойцы уже, у них профессионализм растет. И за это вот я там тоже ребят поддержал, присоединился к ним, и мы начали вот проводить вот такие поединки. Из известных бойцов, кроме вас, на ринге не было тогда, получается, да? Ну, известных не участвовали ли они. Не Но участвовали я думаю, будут участвовать, потому что, более профессиональные, они уже будут более с профессиональными. Вы им так Уровень у них такой же был. Они это будут участвовать. Так, у нас осталось буквально минуты 2. Можете рассказать про историю стрелки? Ну, есть два человека. Это Большой Коля и Слава. Большое Большое им спасибо, да. Они живут в Питере. Это с 2011 года они начали этот проект. Но они совсем не ожидали, что он достигнет таких больших форматов. Сначала это было все в одном городе, и заявок накапливалось больше 2000. Они не смогли просто справляться с этим накатом желающих выйти на ринг. И есть такие ребята, как мы, которые стали поддерживать их и открываться в разных городах, в разных регионах. И просто я один раз увидел эту идею, мне она понравилась, зажглась. Просто эта картинка, все классно. И я думаю, почему бы и нет, почему бы и здесь это не сделать? Зачем драться на улицах, если можно выплескивать всю эту эмоцию? Конечно. Ты же борешься. Во-первых, для меня там нет победителей. Там каждый победитель, кто туда зашел. Ну, так и есть. Человек борется со своим страхом, со своей ленью. Надо делать, надо идти, делать. И какой-то толчок для себя в жизни он все равно приобретет. Какой-то процент для себя приобретет толчок в жизни, и что-то делать станет по-другому. Что-то внутри вырастет. Конечно, в первую Вырастет. очередь. Ребят, такой вопрос. Вы будете принимать дальше участие в стрелке? Да, конечно. Вы как-то какие-то уже для себя выводы сделали? Может быть, кто-то технику подработает, кто-то тренироваться пойдет? Да, в принципе, и так нормально, да? Уровень участников был на высоте, в принципе, да? Даже, Не, я бы даже для сказал, тех... на высоте, но это нормально, я нормальный. Это простые ребята, мужики заходили, почувствовали друг друга. Понятно. А следующий турнир когда ожидается у нас? Ну, планируем 17 июля сделать. Куда Посмотрим. можно
допустим, в Инстаграме. Как вас найти? В Инстаграме Стрелка ИКТ. Стрелка Все ИКТ. просто. Дорогие телезрители, участвуйте в «Стрелке». Вам, ребята, большое спасибо, что пришли сегодня на эфир. И я желаю вам удачи в боях. Спасибо. Приглашаю вас на бой. Спасибо. Как найдем мы. Хорошо, принимаю. Понял. О.